Кем был дедушка? Дедушка? Да. Военным. Правильно. Даже генералом, да? Да. А ты хочешь быть похожим на дедушку? На дедушку. 2 мая 1946 года. Крестьянский двор Селимгудзерху Гудаутского района. Здесь родился Сергей Платонович Дбар, обычный мальчишка из простой семьи. Никто тогда не знал, что через 46 лет он станет символом стойкости целого народа. Война нас застала в городе Сухум. Мы жили по проспекту Мира в пятиэтажке. Я, как сейчас помню, отец пришел домой, выпил с кружки воду, сказал моей матери: бери детей и езжайте в Гудауту. Сосед нас посадил в свою машину и отправил сюда, в деревню. Мы всю войну пробыли здесь. То есть вот такой вот настоящий офицер, но при этом этот человек, меня что удивило, что вот такой абхаз, знаете, да редкий. Достаточно было этих 20 минут, просто как он общался с ребятами. Это же было ополчение, Господи. Он вроде бы не выделялся среди них, но был командиром. Вот это редкое умение. Оно и потом было у него. Он был депутатом обычным, но был на голову выше других. Боль, ты теряешь людей, 200 человек, 222 человека потерят, и потом ты командир. А вы знаете, как самое плохое быть командиром, когда людей теряешь, ты потом еще идешь родственникам, ты должен пойти сказать. Это ужас, это... Когда мы подъезжали к Гумистинскому мосту, он всегда отключал магнитофон и не разрешал нам разговаривать. Для него это было очень больно вспоминать ребят, которые там погибли. И как-то это нам привилось, вот то, что отец всегда относился именно к Гумистинский бой, потому что была это основная линия фронта, где очень много ребят погибло, и мартовское наступление, и после него. Он всегда к этому относился очень трагично. Сергей Платонович приезжал к нам часто, человек слова, человек офицера, человек, который не показывал где-то трудности, где-то, и так далее. Он все внутри у себя пережевывал, а наружу не выпускал, не показывал офицерам подчиненным. С человеческой точки зрения Сергей Платонович был безупречный. С точки зрения абхазского Алана Саауэра, нашего абхазского, большего абхаза я не знаю. Люди, которые вот так впереди, открытой грудью защищали Родину, конечно, они очень достойные люди. Один из самых достойных людей нашей Абхазии, последнего нашего столетия, есть Сергей Платонович Дбар.